В Сыктывкаре продолжают нанимать волонтеров на предстоящий чемпионат мира по хоккею с мячом. Волонтеры – это те люди, которые будут помогать гостям чемпионата. А сам турнир, напомню, должен пройти в Коми в марте следующего года. Хотя на неделе в очередной раз прозвучали сомнения, состоится ли чемпионат. Их озвучил заслуженный тренер России Владимир Янко. И тут же главный тренер нашей сборной Павел Франц сомнения эти развеял, мол, состоится. Алексей Корчма попытался понять, на что же нам стоит рассчитывать. Прогнозы в спорте – дело неблагодарное, и уж тем более в хоккее с мячом. Битвы на льду бывают непредсказуемые, но куда интереснее другие игры. Мы строили и вот достроили. Стадион в Сыктывкаре готов был принять чемпионат мира по бенди в 2021 году. К вековому юбилею Коми хороший подарок, но спортивные функционеры ФИБ перенесли турнир с весны на осень, причем из Сыктывкара в Иркутск. Решение вполне логичное, считает заслуженный тренер России Владимир Янко. Стадион-то вы построили, но он же явно не для хоккея с мячом. Понимаете? Надо, конечно, на этом месте крытый бы сделать дворец, чтобы он действительно был многофункциональным. А так стадион, ну стоит и стоит. Футбола все равно никогда не будет у вас в этом Сыктывкаре, правильно? Поэтому, видите, как Иркутск имеет преимущество в этом плане. Потому что у них великолепный дворец спорта. Ледовый дворец «Байкал» строили, как и наш, с проблемами, сумели за 2 года. Специализированный и отчасти уникальный стадион. Именно для хоккея с мячом и конькобежных видов спорта. Во дворец Павел Франц приехал сразу с самолета. Пока игроки-строители отдыхают в гостинице, у их наставника знакомство с ареной. Но тогда еще недостроенную арену «Байкала» Павел Франц приехал не как главный тренер сыктывкарского строителя, а как рулевой национальной сборной. Оценить условия, в которых пройдет чемпионат мира. Трибуны на 6 тысяч зрителей, 2 больших экрана, современная система вентиляции и охлаждения, подземные парковки и отдельный вход в раздевалки. Конечно, во время чемпионата мира это, наверное, такой турнир, да, он не хотелось бы встречаться и с соперником до матча. Ты сосредоточен на матче, ты из гостиницы приехал, здесь у тебя свой вход, ты зашел в свою раздевалку, ты чувствуешь себя как дома, ты находишься как дома. 11 сентября 2020-го Ледовый дворец «Байкал» торжественно открыли. Долгожданный праздник мирового хоккея планировали провести в столице Восточной Сибири с 11 по 17 октября этого года. Но сборные Швеции, Норвегии и Финляндии из-за ковида и соображений безопасности спортсменов отказались от участия в турнире. Конечно, мы хотим сыграть на чемпионате мира. Мы также с большим уважением относимся к той огромной работе, которую организатор проделывает для проведения такого крупного мероприятия, как это. Мы знаем, например, что нас ждет арена мирового уровня и что до сих пор сделано все, чтобы можно было провести чемпионат мира. Но из-за уважения к здоровью наших игроков и других, Швеция не может сейчас участвовать в турнире. Без Швеции, Финляндии и Норвегии чемпионат мира по хоккею с мячом теряет всякий смысл. У сборной России нет конкурентов, нет интереса и у болельщиков. Международная федерация ФИБ решает перенести иркутский турнир с осени этого года на осень 22-го. Между тем, о судьбе весеннего чемпионата мира в Сыктывкаре пока что ни слова. Никаких проблем не вижу, чтобы провести чемпионат мира в Сыктывкаре. Только преимущество – это свежий воздух, притом уже все люди будут вакцинированы. Если мы разговариваем о коронавирусе, о пандемии, да, то уже все-таки и препараты уже другие, все спортсмены уже будут провакцинированы. И я не вижу проблем. Мы готовимся со сборной для участия в чемпионате Сыктывкара мира. Чуть позже министр физкультуры и спорта Коми Наталья Карина подтвердила, что чемпионат мира в Сыктывкаре состоится в ранее обозначенные сроки. По крайней мере, вопрос о переносе на более поздний срок или в другой город спортфункционеры сейчас не рассматривают. Исходя из той информации, что имеется у нас, сроки проведения чемпионата мира по хоккею с мячом в столице Коми остаются без изменений – март-апрель 2022 года. Мы благодарны Международной федерации бенди, что, несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию в мире, Сыктывкар сохранил право проведения чемпионата в заявленные сроки. Столица республики планомерно готовится к проведению этого масштабного соревнования. Очень надеемся, что весной следующего года Сыктывкар станет центром мирового хоккея с мячом.
Чемпионат мира по хоккею с мячом для групп А и Б пройдет в Сыктывкаре в ранее обозначенные сроки с 27 марта по 3 апреля 2022 года. Так что столица Коми продолжает подготовку. Впрочем, история последних лет показывает, в хоккее с мячом возможно все. Ближе к весне Международная федерация ФИБ примет решение о судьбе сыктывкарского чемпионата, исходя из конкретной эпидемситуации в мире.